Ничего, Вода? двигаемся потихонечку. Без этого не можешь, да? Нет, операция я несу легких. В возрасте и состоянии здоровья Айша Даурбекова не позволяет самостоятельно передвигаться. Родные живут в другом городе. Обойтись без социального работника невозможно. Мадина уделяет своей подопечной 4 часа в неделю. У Айшат Хасановны есть ее номер. При необходимости она может позвонить ей в любое время дня и ночи. Они хорошо поладили. Во время отпусков скучают по обществу друг друга. Это очень золотой человек. Она очень добрая, вот, исполнительная. И то, что она делает, не просто сверху, а на самом деле очень чисто делает. И как-то в магазин сходит, в аптеку. Во внимании и заботе нуждаются также подопечные Тамары Цуровой. О работе социальных центров она узнала, когда родители тяжело заболели. Она была приятно удивлена, что в республике есть подобные учреждения, и присоединилась к ним. Прошла обучение на курсах по уходу для квалифицированной помощи пожилым. Ее труд не остался без внимания. 3 года назад Тамару Цурову признали одним из лучших социальных работников в стране. Она помогает людям уже 16 лет. Долгие годы была волонтером. Ее подопечная уже давно не выходит из своей квартиры. Недавно она перенесла инсульт, еле стоит на ногах, родственников у женщины нет. Тамара старается дарить ей семейное тепло. Чтобы приходили с ними, посидели, поговорили, пообщались, но им не хватает, видимо, когда они молодые были, а у них общение было, на улицу все-таки выходили, где-то общались, а теперь, когда остались дома, у них общения нету, и они вот больше нуждаются, как вот, что пришли, их выслушали, поддержали, что-то сказали, что-то такое. Больше беседу, продукты, вот такое они, лекарства такое больше просят. В регионе социальной помощи нуждающимся посвящают себя около 100 человек. На Зрановском отделении соцпомощи вместе с Тамарой трудится еще 14 соцработников. На каждого приходится от 3 до 9 подопечных, а работу помощников контролируют заведующие отделениями. Они нередко посещают пенсионеров, чтобы узнать, все ли их устраивает. Прежде чем назначить опекуна, они навещают нуждающегося, узнают, какого рода помощь им нужна. Выезжали на дом к своим подопечным, пожилым и одиноким людям, проверяли и работу своих социальных работников, и, конечно же, общаясь со своими подопечными, узнавали, что им нужно в их жизни, что не хватает и какую помощь им можно оказать. Такую работу мы проделываем, конечно же, по графику, ежедневно. И для нас самое главное, чтобы наши подопечные, одинокие пожилые люди, получили все, что им необходимо. Центр социального обслуживания никогда не останавливает свою работу. В каждом отделении 15 сотрудников и 100 человек на обслуживании, заведующий и водитель. В Ингушетии за прошлый год предоставили более 150 тысяч социальных услуг. 500 человек доставили в медучреждения для выявления заболеваний. 110 медработников были доставлены на дом. Помощь по указу главы республики оказывают абсолютно бесплатно, хотя в большинстве регионов это не так. В 2023 году по инициативе главы республики была оказана материальная помощь в виде 2500 рублей около 600 человек. Также в рамках акции «Мягксах» более 400 человек получили продуктовую помощь. Эта помощь очень необходима для одиноко проживающих граждан нашей республики. Работу Республиканского центра соцобслуживания пожилых высоко оценили на окружном уровне в прошлом году. Полпред президента ВСК ФО Юрий Чайка наградил коллектив за добросовестную и добросердечную работу. Но эту планку здесь планируют повышать с каждым днем. Амина Зязикова, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.